Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает работу. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Российско-китайская Экспо-2019. Какие итоги можно подвести по работе якутской делегации на этом крупном международном форуме? Продвижение в здравоохранении. Центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе отделения поликлиники номер 1 города Якутска. Готовь сани летом. Алданские коммунальщики готовятся к отопительному сезону, идут большие ремонтные работы. Дело Чульманской ТЭЦ. Как идет расследование смертельного ЧП на предприятии в Нерюнгринском районе. Меньше слов, больше дела. Выпускники ЕИПК в столице сдают госэкзамены по новым стандартам. Опубликовано видео задержания заместителя главы Якутска Василия Гоголева. Напомним, в его отношении возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Кроме этого, следственными органами предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки представителям компании «Утуминвест» Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой. Задокументирован факт получения через сообщников взятки в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся объекте, многоквартирные жилые дома с магазинами, теплой стоянкой на Вилюйском тракте, 3-й километр на сумму 114 миллионов рублей. За эту сумму заместитель главы Якутска Василий Гоголев выдал разрешение на увеличение этажности здания с 13 до 16 этажей. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Нерюнгринская ГРЭС до сих пор не оказала помощи семье погибшего работника. Напомним, в мае этого года при проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн при аварии на Чульманской ТЭЦ получили травмы двое сотрудников электростанции. Один из них спустя неделю скончался в ЦРБ от полученных ожогов. Комиссия по расследованию случившегося завершила работу, и дело передано в Следственный комитет. Все подробности у нашего корреспондента Александры Цыбиковой. В ходе расследования комиссия во главе Ростехнадзора Республики установила, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а именно отсутствие письменного согласия выполнения работникам дополнительной работы, неоформление работ нарядом допуском, нарушение должностных обязанностей в части организации безопасных условий труда, ненадлежащая организация и неосуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, направление на выполнение работы работников, не прошедших обучение, инструктаж по виду работы, выполнение которого повлекло несчастный случай. Никакого допуска не было. Простая была роба, которую выдавали. Допуска никакого не было. Он плотник, какой у него может быть допуск вообще к этим котлам? Он вообще никак не должен быть там с ними связан. Согласно покол-договору, в связи с несчастным случаем на производстве семье погибшего предприятия должно было выплатить возмещение в размере 12 заработных плат. Напомним, плотнику Максиму Гулину на момент смерти было 29 лет. У него осталось 2 детей, один из которых инвалид. После проведенной комиссии по расследованию случившегося юристы Нерюнгринской ГРЭС сообщили вдове погибшего, что ей положены выплаты за отработанный им месяц на производстве Чульманской ТЭЦ. И на тот момент, когда было расследование, он же был еще живой, то есть смерти не было. Чтобы у меня было, получается, чтобы мне выплатили эти деньги, надо было, чтобы в тот день он там и умер, в этом же цеху, получается. А так мне ничего не причитается. Никаких больше заявлений о какой-то другой помощи, материальной или моральной компенсации, как за ГРЭСом, они не предлагали. Жена второго пострадавшего, Оксана Андрюк, также возмущена. Она уверяет, что в день на медикаментозные препараты для мужа из бюджета семьи уходит 2500 рублей, а за этот месяц более 60. В семье 3 детей, а помощи от предприятия так и нет. От ГРЭСа нам никакой помощи не было. Что нам обещали господин Бадонов о том, что нам будут помогать медикаментами, этого ничего не было. Состояние нормальное, стабильное. Единственное, то, что это все болит, это все кровоточит, раны открытые.
К сожалению, юристы Нюрнбергской ГРЭС отказались от комментариев. Очевидно, что были нарушены требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона номером 116 F3. По результатам проведенного расследования комиссии были разработаны мероприятия по недопущению подобных случаев. В отношении юридического лица и 9 должностных лиц возбуждены административные производства по статьям 9.11 и 9.1 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь дело за Следственным комитетом. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 277 лесных пожаров. Из них сейчас действует 5 пожаров на общей площади 256 гектаров, 2 в Верхоянском, по 1 пожару в Алекминском и Усть-Алданском районах. Также в пригороде Якутска. Лес горит в 14 километрах от столицы в сторону поселка Владимировка. Огонь распространился на площади 110 гектаров. Это почти половина всей территории, охваченной огнем. Сейчас с пожаром ведут борьбу бойцы авиалесоохраны и Якутлесресурса. На местности они работают 3-е сутки посменно. Мы приехали сюда с техникой. Уже 3-й день сидим, тушим пожар. И какие сложности есть именно при тушении пожара? Сложности техника не может пройти. Трактора кое-как пробиваются. Очаг возгорания находится около 3 километров отсюда. Добираться очень сложно. Техника кое-как проходит. Воду набираем, где поблизости, есть водоем. Плата за жилищно-коммунальные услуги в республике с 1 июля возрастет на 2,4%. В Госкомцен отметили, что рост соответствует общероссийскому индексу. Таким образом, семья из 3 человек, проживающая в благоустроенной квартире площадью 63 квадратных метра в Якутске, будет платить на 197 рублей в месяц больше, чем обычно. В некоторых домах, в зависимости от набора услуг, платеж будет слагаться ниже 2,4%. Узнать о расходах региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами станет возможно через специальный портал. Руководство республики заказало цифровую систему разработчикам еще 2 месяца назад. Теперь в течение 10 дней она будет проходить экспертизу. И если получат одобрение, то уже этой осенью якутяне и сам оператор смогут оценить его работу. В системе будет находиться информация о расположении санитарных точек, мусорных полигонах и местах сортировки, их мощности, маршрут движения мусоросборщиков, а также расходы на все работы по сборам и транспортировке. Однако на первых порах на портале можно будет найти только запланированные объемы и расходы. Фактические сборы и затраченные средства укажут только после ввода 2-го модуля программы. Когда это произойдет, пока неизвестно. На этой электронной модели при помощи субъекта, при помощи Министерства ЖКХ Республики Саха-Якутия собраны данные. Сейчас эти данные дальше собираются. Это данные по многоквартирным домам, по магазинам, по всем остальным, для того, чтобы точно посчитать, какой объем отходов образуется в республике. После того, как эти данные собираются, они наносятся на карту, и сама система рассчитывает оптимальные потоки таким образом, чтобы транспортная составляющая в тарифе была минимальным. Кроме прокладки оптимальных маршрутов, система имеет данные по текущим объектам инфраструктуры, которые сейчас у нас работают. На объектах тепловодоснабжения Алданского района идут ремонтные работы. В настоящее время 50% котлового парка к зиме готовы. Оборудование поступает в срок, сообщается, что простоев не предвидится. Все подробности у Татьяны Вахниной. Сани, как известно, мудрые хозяева готовят летом, а подготовку к отопительному периоду 2019-2020 алданские коммунальщики начали еще раньше, весной. Ремонтная кампания идет полным ходом. Мы начали подготовку уже в отопительном сезоне. Сначала понижение отопительной нагрузки. Мы выводили по диспетчерскому графику нагрузки котлы уже в ремонт. И, собственно говоря, сейчас у нас 50% котлового парка полностью к УЗП готовы. Ресурсоснабжающей организацией Алданского района является компания «Теплоэнергосервис». В городе функционируют 2 теплоцентрали ТЭСа – АРМЗ и центральная котельная. Летом планируется большой объем ремонтных работ. Основные объемы у нас по котельному оборудованию – это реконструкция
центральной котельной, реконструкция 2-3 котла. В настоящий момент все необходимые материалы по реконструкции котлов у нас уже находятся непосредственно на нашей базе в Томуте. Помимо работ на объектах тепловодоснабжения будет произведен ремонт 7 километров тепловых сетей. Перекладка порядка 7 километров тепловых сетей. В настоящий момент вся черная труба для перекладки тепловых сетей уже находится на нашей складе в 100% объеме. И труба ППУ-изоляции находится уже, поставщик поставляет. Минувший отопительный сезон оценивается как стабильный. Кое-где проблемы имели место. Однако в целом в зимний период на подачу тепловодоснабжения жаловаться не приходилось. В домах было тепло, а порывы и аварии устранялись в рабочем порядке. Как-то, в общем-то, у меня устраивает. Вода горячая всегда есть. В принципе, тепло. В принципе, меня все устраивает. У нас на первом квартале всегда достаточно тепло. Вода горячая идет без всяких проблем, без перебоев. Поэтому меня все устраивает. На проведение ремонтной кампании 2019-го выделено 160 миллионов рублей. 50 миллионов планируется направить на реализацию ремонтной программы. 110 будут освоены в рамках концессионного соглашения по инвестиционной программе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Выпускники Якутского индустриально-педагогического колледжа начали сдавать экзамены. Теперь у них государственные итоговые аттестации проходят по совсем новым стандартам. Репортаж Дмитрия Тымырова. Больше дела, меньше слов. Именно так можно описать новую форму сдачи экзаменов выпускников колледжа. Раньше было, они делали выпускную профессиональную работу, диплом, просто работу делали и подтверждали свой разряд. Сейчас уже они делают задания, все берутся из Якутского центра сварки в этом году. По новым стандартам больше времени отводится на практическую часть. Теория не отпадает, его ребята сдают в тестовом варианте. В практической части 2 задания. На одно задание ребята отводят 3 часа. Такая форма сдачи экзамена в этом году является пробной. То есть на практике дипломную защищают пока только желающие. В будущем стать сварщиком хорошим, отлично. И хочу трудоустроиться в промышленные предприятия. Здесь зависит от много критериев, например, волнение, например. Тот, кто умеет, может даже ошибаться. Потеешь много, например, здесь, от волнения даже, например. Сварка работает, это, я думаю, сложно, но мы справимся как-нибудь. В итоге отметку «отлично» получают лишь те, кто смог выполнить все задания без ошибок и погрешностей. Самое главное – качество шва сварки. По итогам, проверяется качество сварных соединений в первую очередь. Это их геометрические размеры, сплошность, плотность сварных соединений и, соответственно, качество реза. Со следующего года новая форма итоговой аттестации станет обязательной для всех будущих сварщиков. Большой плюс этого экзамена в том, что выпускники автоматически попадают в единый российский реестр системы НАКС – Национального агентства контроля сварки. На сегодняшний день все крупные промышленные компании берут на работу лишь с этим сертификатом. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Короткая пауза, 1 минута. Оставайтесь с нами, вернемся через паузу. Российско-китайская экспо. Какие итоги можно подвести по работе якутской делегации на этом крупном международном форуме? Продвижение в здравоохранении. Центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе отделения поликлиники номер 1 в Якутске. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Изменения в госбюджете, налоговые льготы жителям арктической зоны Якутии. Эти и другие важные вопросы сегодня рассмотрели депутаты Государственного собрания Илтумен на 8-м очередном пленарном заседании. Ряд изменений на этот год внесено в программу государственных гарантий Якутии. Так, дополнительные средства получит акционерное общество «Саханефтегазсбыт» в сумме до 700 тысяч рублей для завоза нефтепродуктов. Также парламентарии сегодня приняли закон, который предоставляет налоговые льготы жителям Арктики. В частности, жители 13 районов республики освобождены от транспортного налога. Льгота распространяется на все виды транспорта, включая воздушные суда, моторные катера и снегоходы.
Кроме этого, было принято решение, значит, списать задолженность, чтобы проще было администрировать предоставление новой льготы. Но учитывая то, что у нас в республике действует и в Российской Федерации принцип равенства, списывается задолженность по транспортному налогу также для всех жителей республики. Эта сумма составит около 355 миллионов рублей. Добавим, что всего народные депутаты должны рассмотреть более 60 вопросов, в том числе поддержку многодетных семей. Заседание продолжит работу и завтра. Алроса выделила 10 миллионов рублей на реконструкцию блока биологической очистки канализационно-очистных сооружений в поселке Айхал Мирнинского района. Для улучшения очистки сточных вод сегодня на объекте ведут ремонтные работы, производят демонтаж устаревшего оборудования и устанавливают новое, рассказывает наша коллега Оксана Мезенцева. Алроса выделила 10 миллионов рублей на реконструкцию блока биологической очистки канализационно-очистных сооружений в поселке Айхал. С марта 2019 года на объекте ведутся ремонтные работы. Для улучшения очистки поселковых сточных вод производится реконструкция на объектах КОС. Ведется демонтаж морально и физически устаревшего оборудования и установка нового. В данный момент у нас две в работе линии. Вода проходит очистку, не максимальную, среднюю очистку. После сейчас в данный момент монтаж оборудования происходит. Мы запустим все 4 линии. Вода будет уменьшим скорость прохождения через очистные сооружения. И очистка будет намного, как говорится, эффективнее. КОС сегодня обслуживает 30 человек. В сутки на станции очищается от 6 до 9 тысяч кубометров воды. Обслуживает станцию Айхальское отделение предприятия тепловодоснабжения. Силами работников этой организации и ведутся ремонтные работы. Сегодня по программе техперевооружения ведется монтаж аэрационной системы. Вода будет насыщаться воздухом и кислородом. Следующий этап – установка современных насосов и погружных мешалок. Они будут перемешивать жидкость. За счет снижения скорости прохождения стоков будет глубже проходить биологическая очистка, будет больше насыщаться кислородом, будет протекать биологический процесс глубже, намного глубже. В данной ситуации это даст очистку воды лучше. 10 лет назад на очистных сооружениях уже была произведена одна из первых реконструкций. В 2012 году был осуществлен следующий этап модернизации объекта. Сегодня на предприятии продолжают внедрять энергоемкие и экологически чистые технологии. В целом на КОС поселка Айхал применяется классическая схема очистки сточных вод. Вода проходит и механическую, и биологическую очистку. Сточные воды последовательно проходят механические решетки, первичные отстойники и другое. Очищенная вода обеззараживается, после чего попадает в русло реки Саксалух. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе отделения поликлиники номер 1 Якутска. Медицинское учреждение стало 4-м по счету из 9 аналогичных, которые планируют открыть в этом году в республике. Слово Саргалане Федоровой. Теперь пациентам первой поликлиники нет нужды ездить на химиотерапию в онкодиспансер. Дневной стационар на 5 коек готов принять до 50 больных в день. Здесь химиотерапию будут получать порядка 800 человек в год. На новый центр возложено много обязанностей. Это и ранняя диагностика злокачественных образований и лечение, а также проведение операций и процедуры химиотерапии до 6-го уровня. В городе Якутске у нас 4,5 тысячи онкологических больных состоят на учете. На учете нашей поликлиники состоит 900 человек. И все пациенты получают не только курсы химиотерапии, но и в последующем врачи нашей поликлиники ведут их полностью, в том числе не только онкологические заболевания, но и сопутствующие патологии тоже. Поликлиника оказывает помощь онкобольным с 2003 года. Но с открытием центра она станет более доступной. Пациенты могут пройти дополнительные обследования, сделать рентген, эндоскопию и компьютерную томографию. Снимаем все сосудистые, КТ головы, КТ шеи, мягких тканей, легкие, органы брюшной полости, захвата малого таза, и конечности, кости, суставы, пазухи. Мы берем с опухоли биопсию, то есть кусочек анализа, отправляем в патоморфологическую лабораторию в медцентр и через некоторое время получаем результат и уже оцениваем
И по этому результату уже назначается лечение. Обследование и лечение можно пройти по направлению участкового терапевта. В центре работают 2 опытных врача-онколога. Больница готовит к работе и молодых специалистов. Центры онкологической помощи в республике открывают в рамках реализации регионального проекта. В течение 5 лет в республике появится еще 18 аналогичных центров. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Межрегиональное сотрудничество Китая и России, возможности, потенциал и будущее. По таким девизам в Харбине проходит 6-е российско-китайское экспо. В этом году заявку на участие подали более 1000 компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов, в их числе Якутия. Репортаж Оксаны Устиновой. В этом году в Экспо Якутия выступила регионом-партнером. Наша республика представила одну из самых крупных экспозиций выставки. На площадке 400 квадратных метров гостей знакомят с экспортом, инвестиционным потенциалом, туризмом Якутии и не только. Очень приятно, посещать такого рода павильоны, такого рода стенды. Наверное, не покривлю душой, если скажу, что это один из лучших павильонов здесь. Причем не только по качеству оформления, но очень приятно, что здесь представлена та живая продукция, которой богата республика. Здесь можно не просто посмотреть, а потрогать и попробовать многие вещи. Потому что не секрет, что природными дарами как раз Республика Саха очень богата. В рамках крупного мероприятия власти Якутии провели ряд деловых встреч и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, поддержки экспортных предприятий и строительства с партнерами из Китая. На межрегиональной конференции тоже много говорилось о, скажем так, усилении отношений между Якутией и провинциями Китая, не только с Хельнинцзяном, с которым, конечно, нам тоже надо усиливать работу, но и с провинцией Гуандун. Это крупнейшая с точки зрения экономики и населения провинции Китая. Они очень активно переговоры вели с Республикой Саха-Якутия и с Приморским краем, как с основными, на их взгляд, потенциальными регионами, с которыми эта провинция может работать. Глава региона отметил, что сегодня Якутия готова предложить инвесторам крупные проекты транспортно-логистической системы. Строительство моста через реку Лена в районе города Якутска, строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, реконструкцию международного терминала аэропорта Якутска. Также в портфеле инвестиционных проектов республики есть проекты в области нефти и газодобычи и их переработки, по добыче твердых полезных ископаемых, производству строительных материалов, инвестпроекты в лесной промышленности и туристической отрасли. Мы рассматриваем привлечение инвестора на металлургический комбинат полного цикла переработки, что для республики будет, конечно, очень важно. Такой системообразующий будет объект, который, во-первых, обеспечит большое количество рабочих мест, во-вторых, при правильной логистике обеспечит также и хорошую экономику для бюджета нашей республики. Основу экспорта Якутии многие годы составляли алмазы, бриллианты и уголь. Сейчас республика развивает новые направления во внешнеэкономической деятельности. Это экспорт IT-услуг, продукции агропромышленного комплекса. Какой дополнительный потенциал к экспорту имеет республика? Это и дикоросы, это продукция некого народного промысла. Все это может быть крайне востребовано в Китайской Народной Республике. И как раз такого рода мероприятия помогают продвигать, помогают давать местному населению понимание, какими уникальными товарами располагает Российская Федерация и отдельные ее регионы. Представители китайской стороны заинтересовались продукцией и услугами, которые предлагает Якутия. Они выразили готовность к сотрудничеству по совершенствованию механизмов российско-китайских торговых отношений, развитию российского экспорта через китайские онлайн-площадки, а также в вопросах защиты интеллектуальной собственности. Оксана Устинова, Нургияна Егорова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск, Харбин. В другом китайском городе, в Шанхае, фильм якутского режиссера Любови Борисовой представили в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля. Премьера прошла отлично, зрители очень живо реагировали на фильм. Такими словами поделилась Любовь Борисова. Она также отметила, что на премьере присутствовало много зрителей, которые предварительно изучили информацию о картине и с нетерпением ждали показа этого фильма. По ее словам, команда фильма довольна международным премьерным показом и сейчас ожидает результатов конкурса, которые станут известны 19 июня. В Якутске продолжается третий чемпионат мира по шашкам. Турнир проходит в триумфе по круговой системе. По словам организаторов, состязание проходит очень напряженно. На золотую медаль претендуют 7 участниц. На данный момент лидирует спортсменка из Беларуси Дарья Федорович.
Я уже не первый раз в Якутии, а в шашках я уже 20 лет, больше 20 лет в Всемирной Федерации, так что у меня как бы дело с Якутией не первое. Я бы сказал, что это происходит просто по-якутски, а это значит очень много, это значит качественно. И это не то, чтобы вам было приятно, но я просто правду говорю, что здесь участники чувствуют себя очень хорошо, условия для игры отличные, хороший зал, хорошее размещение, еда всем нравится, так что люди из разных стран мира, разные привычки. Ну, конечно, гостеприимность якутов известна во всем мире, меня хорошо известна. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24, будьте всегда в курсе.